Позывной Юка, 155-я бригада, штурмовик. Так, точно. Расскажи, пожалуйста, о своем последнем боевом выходе. Ну, боевые выходы были под Павловкой. Под Павловкой. Ну, там не раз участвовал. Но сейчас готовимся другое местность брать. Подготовят в полигоне. Ну, готовка идет полным ходом. После Новомихайловку будем дальше идти. Участвовал в боях под Угледаром? Так точно. Брали не один опорник. Сколько там вообще Сахалар? Сахалар, onun манам балдар, ha. 40-й бригада, 105 бригада. Он Сахалар 105-ка. Әлбәхтәр, мобилизованныйдар. Бәя мобилизованныйбын. Ага, катайда? Ортоғалмабын бәя. Ортоғалматтан. Аллара қалыма, ием аллара қалыма, ағам ортоғалым. Ага. Ағуын 9 сыллақпын бәя. Семья, дети? Да, семья есть. Был билеген. После операции в Рамон. В Якутске недавно был на операции. Да. Вот когда был? Зимой или летом? Вот приехал 2 месяца назад. Когда вот самолет сел, ты вышел в наш аэропорт Якутск, о чем ты подумал в первую очередь? Ну, ощущение не передать словами. Конечно, родная земля, во-первых. Ну, не верится после горячих точек туда приезжаешь и не верится просто. Ну, ощущение, к семье приезжаешь, встречает семья. Ну, радость, конечно, большая. Вот. Гуманитарка доходит нормального? Да, вот, когда я там был, в деревне, ну, приезжали. Несколько раз приезжали, давали, да. Помогают Республике Саха-Якутия. Ивдахан помогает. Тепляки были, все было. Спасибо большое. Расскажи-ка про вообще вот чем ты занимался на гражданке? Я сам сварщик. Сварочными работами занимался. Ага. А после СВО чем хочешь заниматься? Ну, нормально семейной жизнью жить и также дальше работать. День моего рождения 21 сентября началась мобилизация. Вся семья уехала, и я тут здесь. Вплоть до папы. Все живы-здоровы? Все живы-здоровы, но ранены. Все. Сам ранение-то получал? Да, у меня, ну, получал, но потом, в конце концов, у меня аппендицит был. По самой такой детской штуке. Вот все, нормально сейчас. Ну, сейчас дальше, больше посмотрим. Будем еще работать. Скажи, пожалуйста, вообще, вот когда идешь на штурм, ты о чем-то думаешь или нет? Или вообще там чисто на рефлексах? Как это происходит? Ну, конечно, всем страшно. Ну, в первую очередь о семье. Ну, у меня есть, например, талисман. Я всегда молюсь к нему. У меня подруга занимается, ну, ювелиркой. Вот дочкой. Ага. Вот это вот маленький юг. Я всегда молюсь, когда страшно. Но не снимаю никогда. И целую постоянно. Ну, помогает. Психологическая разгрузка. Да, вот она со мной 2022 года. Маленький талисман. Да. И даже там шаманы сказали, что у меня берегись. Ну, жена ходит постоянно. Это защищает меня. Ну, я верю этому. Ну, поддержка тыла, она должна ощущаться. Да. Если дома все хорошо, и здесь все будет хорошо. Ну, вернемся. Вернемся. Все нормально будет. С победой. Главное. Все, всем землякам передаю привет, кто меня узнал. Жену, детям, жене, маме, папе, всем.